Букет символичных красных роз в преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной вдове ветерана Шарихат Бекмузаровой дарят сотрудники мэрии Магаса. Бабушка приятно удивлена неожиданному визиту гостей. Признается, самое главное, что помнит подвиг мужа. В годы Великой Отечественной войны Тагир Бекмузаров добровольцем ушел на фронт, чтобы защищать родной Малгобек от вражеской армии. Тагир Мурсалиевич был среди тех, кто не пустил врага кавказской нефти. Летом саги, ветераны добава были, царчины семьи получаны, долг получаны, летом бежи, царантертом бежи, Бог мотиги, царя цахалара, решением Российского комитета ветеранов памятный знак 75 лет Победы за подписью генерала армии Моисеева, председатель Российского союза ветеранов. Да, Герои всегда живы, пока есть потомки, которые хотят помнить и гордиться подвигами. Далее делегация отправляется в гости к вдове участника Сталинградской битвы Николая Гайтукиева. Николай Гайтукиев на фронт попал едва ли не мальчишкой. Прошел почти всю войну, начиная с обороны Сталинграда, где служил телефонистом, в 169-й стрелковой дивизии. Свой первый бой он принял в октябре 1942 года. И тогда же за мужество, проявленное в боях с фашистами, заслужил свою первую медаль за оборону Сталинграда. Потом за боевые заслуги. Последнюю медаль к 70-летию Победы лично вручил президент России Владимир Путин. Николай Гайтукиев ушел из жизни в 2019 году после продолжительной болезни. Любовь Тачиева о муже вспоминает со слезами на глазах. Он всегда рассказывал о том, как тяжело далась нам победа и как мечтали о мирном небе. Вахнс отцебул, я шмекки, обидел, жвался. Мероприятия постоянно, халят самар, аз овер, там хеслыш, шикар ваш, агоштар тот, Памятную медаль, корзину с фруктами и цветы вручают Молодхан Цычоевой, дочери ветерана Великой Отечественной Халита Цычоева. Его призвали в армию в 1940 году. Войну встретил в первый ее день. Героически погиб, защищая Брестскую крепость. Почти 45 лет семья искала информацию об отце. Увидеть его при жизни дочери так и не удалось. Сегодня Молодхан пишет стихи и посвящает их самому родному человеку. Последний раз качнулся лист на ветке. Оторвал естественную связь. Он умирал каждой клеткой, в печальном танце в воздухе кружась. Сотрудники мэрии Магаса и республиканское отделение Союза ветеранов посетили также вдов-тыловиков Елену Горчханову и Милю Алиеву. Вручили памятные медали и сладкие презенты. Праздничные мероприятия проходят по всей республике. Дань памяти в стихах и песнях отдали воспитанники учебного центра «Открытый мир». 9 мая – день нашей гордости, нашего величия, мужества и отваги. День нашей памяти. Мы в вечном долгу перед теми, кто подарил нам мир, весну, жизнь. Пока мы будем помнить об этой войне, этот праздник будет самым светлым и самым радостным праздником на земле. Воспитанники центра исполнили также песни военных лет, которые трогают сердца каждого. Рина Цычоева, Новости 24.